Ну что, по традиции буду показывать, что из продуктов я сегодня взял. Это получается у нас мясо. Как же называется? Боярская, колбаса боярская. Но я уже не раз показывал, как я жарил. Долго лежал уже в морозильнике. Я уже забыл про него. Давно уже покупал. Майонез. Майонез взял. Тарелки. Вот такие тарелки купил на Печорском, в Сыктывкаре, рыболов сервис. Я частенько туда заезжаю. И последний из поездок я купил 4 таких. Вот. Ну, что еще у нас? Яйцо куриное. Это тоже на завтрак можно, в принципе. Или суп там. Спираль от антикомарины. Еще старый антикомарин там у меня. Комарекс. Очень хороший был комарекс. Консервы куриные. Готовил, был видео, где я готовил этот быстрый суп, лапшу на весенней охоте. Помидор, 1 штуку взял. Яблоки. 2 буханки хлеба. 2 буханки хлеба, 1 час сразу подниму. Второй пока тут коробка будет. Ну, может, 1 ночь мы здесь будем, может 2 ночи. Пока точно не могу сказать. Здесь у нас получается пряники. Люблю шоколадные пряники. Все шоколадное это мое. Что приготовлено шоколадное? Конфеты. Конфеты шоколадные. Черемуха. Ну, тоже к чаю. Очень вкусно. Картошка. Картошка. Суп сварить там. Если рыба попадет, уху сварим. Как повезет. Хотели с утра сегодня грибы пособрать. Денис говорит, по пути грибы пособраем и этот суп сварим. Но вот знаете, вот мы ехали, считай, почти 14 километров. Вдоль дороги ни одного гриба не увидел. Вот. Огурцы свежие с парника, вот уже свое. Уже многое ели этого огурца. Тушенка. Сами готовили. Получается сахарный песок. 2 лука взял. Тоже прикуску, я обычно прикуску ем. Не судите строго. Бич-пакеты. В тайге без бич-пакета никак. Пачковый суп. Или из пачкового супа можно сейчас сразу сварить. Быстрый суп, наверное. Или из щавеля можно сварить. Сейчас подумаю, что лучше. Вот. Ну и в принципе все. Тут буханка хлеба осталась. Вот такой набор из продуктов. Ну и хочется еще, конечно, поймать щуку. Я не спиннинг взял. Если щука попадет, обязательно сварим на уху. И здесь приготовим, будем уху есть. Но рыба, конечно, надо его поймать сперва. Ладно, занимаемся дальше. Готовкой сейчас я буду заниматься. Салат и что? Лук туран вон. Касибашный вон. Посмотри, этот чайник открой, там увидишь. Вообще красотень. Да, видел. Ну как на вкус? Вкусно? Сейчас попробую. Я назвал это горячий компот. Понял? Интересный цвет. На что похоже-то? Какой цвет? Вот сейчас
Сиреневый? Сиреневый. Цвет сирени. Нет, не похоже, это как бы аловатый или что там. Красноватый, да. Абы сирень. Сирень, я не знаю, с чем сравнивать. Как это? Слива-то или нет? Недозрелая, вот красная, которая вот. Ну что-то в этом роде. Тла. Та не, лок, то. Помните, ребят, я показывал в Инстаграме или в будни Олега там давал искусственную кость. Это, оказывается, из жилы делают. Жилки там, кожи там или еще из чего-то. Зубочистка так называемая искусственная. Он вообще что-то там начинал грызть, но ему не понравилось. И сейчас я показал, как он ест огурцы. Что в прошлом году ему нравилось, что в этом году очень нравится. И, как сказать, также очень аппетитно, вкусно ест огурцы наш кот, Мультик. Он тоже обожает. Все у нас вегетарианцы, так скажем. Вот, ну, вот такая территория уже скошена у Дениса. Вот, все уже скосил. Смотрите. Уже видно, что еще осталось где-то пол заправки, наверное. И все. Здесь немножко оставил. Ну, это ничего страшного. Потихоньку тоже уже можно. Нырнул, что ли, Анна? Он уже легко переплывает речку. 2 года он не переплывал. И вот сейчас легко. Сейчас весной он без какой-нибудь... Он самостоятельно, просто уже самостоятельно переплывает. Вот. Ну, конечно, 2 года было мучение и много комментариев. Я начитался, что собака не переплывает лодку. Но я дождался этого и уже все. Он созрел для этого, чтобы переплыть. Так, ну что. Здесь салатик, еще лук туда закину. Здесь у нас картошка уже с угольками. Угольки залетают туда. И, как сказать, самое главное, я приготовлю, а потом еда, чтобы была. В любой момент можно подогреть и покушать нормально. Вот. Денис куда-то ушел. Землянику, наверное, присматривает. Но земляника сезон уже прошел, все. Сейчас уже и трава уже перезрелая, уже, как сказать, уже чернеет. Трава уже сперва зелено так, а сейчас уже все отцвело, все отцвело. Это покупной лук, и смотрите, тоже отгниет. Что у нас на огороде почти все, ну, не урожай в этом году, однозначно. И уже вот этот магазинский тоже, как ни странно, гниет. Хотел укроп взять, зелень, все забыл. Хотя огород полный там. И, как сказать, все есть там, в принципе. Укроп, салат, лук. Вот. Где-то немножко. Много, наверное, тоже.
последние штрихи. Майонез. Соль еще добавить. Все. Считай, салат готов. Вот такой. Так. Как кисель. Цвет кисели вам. Видите, какой цвет? Так, время сейчас 30 июля, 9 часов 8 минут. Сейчас будем завтракать. Считай, это наш завтрак будет. Сварил быстрый суп, пачковый суп. Ну и салат еще приготовил. За столом один. Денис ни в какую не хочет тоже, чтобы его снимали. Ну, не хочет, не хочет. Он попробовал вот такой компот. Ему понравилось. Сейчас я тоже попробую. Один минус, говорит, в нем, что он горячий. Надо, говорит, в холодильнике подержать. И очень вкусно. Да, необычный вкус. Такой вот. Чем-то похож, знаете, вот на вишню, что ли. Вот когда вот привкус такой вот, как будто вы вишню едите. Да, чем-то похож. Очень вкусно. Но это не впервые для меня, потому что мы это очень много делали компота. И в банках обычно мы закручивали и так делали. А сейчас вот первый раз так попробовал чай. Ну, конечно, намного вкуснее, когда он холодный. Да. После этого, этих глотков, я думаю, смело могу всем рекомендовать попробовать сделать так. Просто вот видели, где-то больше половины этой кружки ягоды были, плоды черемухи. И в кипяток закидываете буквально 10 минут, пусть немножко до 5 минут покипятите, и получится очень вкусный напиток. Да, действительно, это в магазинах вы нигде не купите. Это настоящее. Вот так вот. Ладно, сейчас мы будем завтракать. Комарье залетело. Так. Ну, этот суп я уже десятки раз уже снимал, показывал. Хотел еще щавель сюда добавить, но прошелся здесь поблизости, даже щавеля я не нашел. Нормально, и соль не надо добавлять. Все, будем завтракать. Ух ты, смотри, сколько грибов, поганки. Ну, сыроежки, наверное, это. Может, и съедобные. С червями, с мясом. Свалилось дерево. Сухостой такой был. Решил сходить к озеру, вот за дорогой, тут рядом озеро.
выводка уток есть или нет, посмотреть. Не видать. Да и шумно тут у нас. Денис косит там траву. Никого нету. Хотя следы есть вон там. Тропинка такая утиная. Они ходят туда-сюда. По ночам они выходят кормиться. Поднялся выше избы. Смотрите, какой остров образовался здесь. С камушками. Сейчас на лодке там поднимусь, наверное. Куда-нибудь донки закину. По пути еще там поснимаю. Вот. Просто не сидится мне. Хочется побродить. Здесь еще гляну. Вот дорога старая. Тоже поганка. Да. Здесь более-менее воды еще достаточно. Но мелко. Коряги видны. Зимой очень много рыбачил тут. Нифига не ловилось в этом году. В эту зиму, что прошла. Погода вообще шикарная. Вон солнце вышло. Ветер. Сейчас Денис уже закончит. Как сказать. Ну, сенокос закончит. И он будет рыбачить. Спиннингом рыбу ловить. А я, наверное, донки закину, если вот мне надо еще найти эти. Как же подводные эти-то. Забыл. На языке слова не могу сказать. Вот под водой, которые в земле живут такие. Фиг знает. Забыл. Вот. Ладно, возвращаемся. Бурундука облаивал. Раза 3. На елку залез. Я его не видел. Категорически против таких вот облаивает, когда бурундука, белку. Пошли, оставляй. Он нам не нужен. Фу. Вот, все заросло. Здесь тоже у нас луга были. Сейчас уже нету. Сено, вот основного, где вот основной сенокос там у нас не набиралось сена. И вот с этих мест вот все скашивали тоже. Пипец. Вот это да. Вот эта осина, наверное, делала рук медведя. Обычно весной они так гнет так. И вершинки ест. Не удивлюсь, если увижу где-то у него когти, следы. Вот. Да, конечно, есть чем вспомнить, с чего вспомнить, и одни воспоминания только остается. Все заросло.
вот, ребят, мы работаем. Лодка поднялась. Всей семьей кто-то поднялся. Вроде Сашка был. И у нас уже вот такой вид. Здесь все убрали. Собираем кучи и уже куда-нибудь в сток, наверное, сюда может тоже. Вторая лодка уже сразу. Он налегке. Тохатсу 9.8, наверное. Вот это уже моторка. Видели, как прошла? А первая лодка груженная была, и Судзуки 6, наверное, там была. Судзуки 6. Тем более там 4 человека и собака. Вот. Хотели на рыбалку сейчас сходить, но что-то вообще. Сейчас Денис на поплавок покажу, сколько поймал. Вон они, рыбки. На живца вот 4 штуки. И, как сказать, я еще закинул 3 ловушки на щуку. Не знаю, попадет или нет. Посмотрим. Это завтра буду проверять. Мой тулан провожает лодкой. Ну, ждем вечера. Как бы вечером все равно на рыбалку мы сходим. А сейчас решили вот все это дело убрать. Вот эту территорию. Вот так вот. Мало травы. Очень мало сена. Здесь вот такая куча. И там еще вот 2 кучи набралось. О, видели? Вот и все сено. С такой площади. Ну вот, ребят, прошлогодний мусор, доски, бревна с плесенью, которые гнилые. Немножко распилил там, ползаправки, наверное, чуть меньше. Ну и потихоньку будем сжигать, просто тупо сжигать. Потому что эту свалку надо убрать. Вот. Наконец-то вечереет. Ждем, когда примерно 5 часов вечера будет, и поедем. Я пойду на лодке, а Денис, наверное, по берегу будет спиннингом кидать. Вот. Что-то ветер стих, вообще штиль. Сено вот сюда собрали. Такой сток получилось. Простоит. Если что, зимой я на буране увозу сено для тулана там. Да у него и так еще есть еще сено. 3 или 4 мешка.
Ну пускай будет запас. Ни на кого уже не будем надеяться. Свое есть свое. Когда захотим, тогда приедем, отвезем. Увезем, так сказать, так, навернее. Ветер стихает, и комарье появляются сразу же. А так приятно. Отдыхаем. Немножко поработаем. Я просто вот ложусь, отдыхаю. Потом опять выхожу. Опять отдыхаю. Как-то отдых такой и должен быть. В прошлом году много работали, в этом году, считай, планы были и вот это навес поменять. Но, к сожалению, я на Буране не смог привезти валежники, а вдоль дороги практически их нету, чтобы на машине привезти. Да и не к спеху, в принципе. Если, скажем, если приспичит мне что-то сделать, я, конечно же, не буду тянуть, я сделаю, а вот если не надо, время придет, сделаем все. Наконец-то увидел хоть одна рыбина, там всплеск небольшой, уклейка, наверное. Вообще как-то на реке штиль полный. С чем связано, не знаю, может такой период. Хотя до нас вот сосед приезжал, ну с семьей приезжали, наверное. Вот они рогатину вот там остались еще после них. И они говорили, что нормально так порыбачили. Крупные ельцы попадались и плотва и все. Ну, на удочку. А так, к вечеру вот вроде как всплески появляются. А днем вообще полный штиль был на воде. Вон, на середине реки. Да и вдоль беда уклейка, наверное, играет. Да, началось и на другом берегу, и вся река, как я вижу. Закинул жерлицу выше от избы, но немножко. Там мелко. Здесь более-менее так. Трава там. Может какая-то щучка и будет. Там обычно, когда ловушку вставляю, щучка попадает. А осенью налим все время там тоже нормально так ловится. А наверху вон такой остров. Сперва с утра я вон оттуда снимал. Сейчас снизу. Да, к сожалению, обмелело все, блин. Раньше тут глубина была, офигеть. Под язиков тут ловили с бабушкой. Вообще ей, как ни странно, очень хорошо попадалось. Я еще пацан был вообще. В школе учился. Хотел еще одну закинуть. Даже палку он выбрал, но там мелко оказалось. Не стоит. Таким способом, вот, скажем, если жерлицы закидывать, чтобы от берега сразу глубина была. Скажем, сразу, моментально, чтобы буквально ты палку воткнул и там глубоко. Вот тут мель. Да. Выше, конечно, поворот тоже интересные места есть. Но там если минога, вот я вспомнил, что я хотел искать сегодня миногу. Если миногу я найду, я в середине реки, там 6 штук на донке у меня закину. Туланчик рядом. Ну все, пускай ловит. Здесь стоять комаров очень много.